Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. В самом сердце Нагорья юго-западного Крыма над окрестными долинами возвышается впечатляющая гора. С севера ее склоны изрезаны глубокими ущельями, а на юг она обращена сплошной стеной скальных обрывов. Эта гора имеет несколько названий. Одно из них – Баба-Даг, что можно перевести с крымско-татарского как «Отец-гора». Более известно другое ее имя – Мангуб. Вероятно, это название более древнее, потому что слово «мангуб» не переводится ни с крымско-татарского, ни с греческого, ни с других современных языков Крыма. Ученые даже пытались искать в этом топониме давно позабытые таврские и готские корни. И примечательно, что общий смысл предложенных ими переводов сводится к одному – отец либо мать всех гор, главная вершина во всей округе. Несмотря на свой величественный облик, эта гора не является самой большой или самой высокой в Крыму, но в историческом отношении она действительно когда-то была самой главной. Ведь на ее плоской вершине в средние века располагалась столица государства, которое и владело всем этим горным краем – город Феодоро, столица Крымской Готии. Вид мангупа с воздуха можно сравнить с короной с 4 зубцами, либо лилией о 4 лепестках. А от подножия мы видим 4 длинных скальных мыса, разделенных ущельями, и каждый из них имеет свое название. Крайний мыс к востоку называется Тешикли-Бурун, то есть дырявый мыс. Он назван так из-за хорошо заметного издали сквозного проема пещеры на самом его краю. Открытый всем ветрам следующий высокий скальный уступ именуется Елли-Бурун, то есть ветреный мыс. К западу от него поднимается еще один утес, что носит имя Чуфут-Чагырган-Бурун. Тут существуют разные версии перевода, но общий смысл их звучит примерно так – мыс, куда созвали евреев. Такое название выглядит не столь уж и странным, если знать, что под обрывами именно этого утеса в прошлом находился Караимский квартал древнего города. И, наконец, самый длинный, дикий и необжитый мыс, сплошь покрытый лесом, по праву носит название Чамлы-Бурун, то есть сосновый мыс. На вершину горы ведут несколько очень крутых пеших троп. Они идут по балкам, где летом царит прохлада, а осенью густые туманы. Но есть также и древняя колесная дорога, что длинным серпантином поднимается в обход. Дорога выводит к месту, где прежде стояли городские ворота. Их свод в виде арки опирался с одной стороны на скалу, а с другой – на крепостную стену. А дальше уже начинался город. Рядом над дорогой зияют 6 открытых усыпальниц, стоявшего здесь когда-то привратного храма. Еще через пару сотен метров лесная дорога заканчивается, и взору открывается плоская, лишенная леса вершина Мангупа.
На ней и располагались жилые кварталы города с их узкими улочками и черепичными кровлями. От этих жилищ давно не осталось следа. На Мангупе обнаружены следы присутствия людей с глубокой древности. Они относятся и к таврским временам, и к еще более отдаленным эпохам. Но массово вершина стала заселяться примерно с III века, то есть с той поры, когда в Крым прикочевало и осело германское племя готов. В последующие века готы смешались с другими народами и практически бесследно растворились среди них, но за областью горного Крыма, которую они некогда населяли, с тех пор на долгие столетия закрепилось название Готия. Ее просторы от берегов Бельбека до Айпетринской Яйлы и от Четырдага до Севастопольской бухты в ясный солнечный день хорошо просматриваются с обрывов Мангупа. На вершинах многих из этих гор до сих пор сохранились следы средневековых укреплений. С давних времен территория Крымской Готии являлась владением Византии. Именно по повелению византийских императоров здесь, на вершине, около 1500 лет назад были возведены первые крепостные стены, а также греческий храм, развалины которого до сих пор впечатляют своими необычно большими для горного Крыма масштабами. Но со временем, по мере того, как заморская греческая империя стала клониться к своему закату, горный Крым к началу 15 века превратился, по сути, в отдельное государство. И столицей этого государства стал город Феодора на горе Мангуп. Этот археологический раскоп открыл фундаменты замечательного сооружения – дворца здешнего правителя. Как выяснили археологи, это было просторное здание в несколько этажей со внутренним двором и сторожевой башней. У стен дворца была обнаружена резная закладная плита с греческой надписью. Надпись сообщает, что дворец был построен Алексеем, правителем Феодора и прибрежных земель в 1425 году. Помимо текста, на плите присутствует часть монограммы из сплетенных греческих букв имени правителя, а также изображение двуглавого орла. Схожие символы встречаются и на другой плите, где говорится о постройке Алексеем храма и крепости, а также на надписи, оставленной его наследниками в укреплении Фуна под горой Демирджи. Двуглавый орел – это символ династии византийских императоров. Насколько известно, род мангубских правителей находился с ними в родстве лишь по женской линии, что не давало ему полного права использовать этот герб. Тем не менее, амбициозный мангубский государь, желая подчеркнуть свое могущество, сделал двуглавого орла государственным символом и высекал его на столичных постройках. Примечательно, что весьма похожим образом поступили чуть позже и правители другой страны – московского государства. Иван III, великий князь московский, женился на племяннице византийского императора и, подобно мангубскому Алексею, счел это родство достаточным основанием, чтобы позаимствовать для своей страны прославленный герб Византии. За короткое время Алексею удалось создать в глубине Крымских гор, по сути, полноценное государство с укрепленной столицей, с линией пограничных крепостей, с сетью горных монастырей, которые одновременно выполняли роль центров культуры, и даже с собственным морским торговым портом в Каламите. Правители Феодора пребывали в тесном союзе с первыми крымскими ханами. Известно, например, что преемники Алексея даже называли Хаджи-Герая своим отцом и покровителем и рассчитывали на помощь крымско-татарского соседа в своих спорах с генуэзцами Кафы. Столичный город Феодора был хорошо укреплен. С юга его защищала сама природа, преградив подступы к городу высокими обрывами. Ущелья с северной стороны, по которым шли тропы наверх, были перекрыты мощными стенами, что тянулись по склонам в два ряда. А на мысе Тишекли-Бурун находилась самая защищенная часть крепости – ее цитадель.
Здесь от пропасти до пропасти узкий мыс пересечен стеной, а посередине стены выстроено трехэтажное здание – донжон. В ту сторону, откуда мог наступать прорвавшийся снизу противник, смотрели лишь узкие бойницы. А с обратной стороны донжона оконные проемы украшены красивым сельджукским орнаментом, который в ту пору был популярен практически у всех народов Крыма. В укрепленном здании донжона могли быть устроены помещения для правителя, командиров, солдат, запас оружия и продовольствия. То есть, если бы даже противник сумел захватить всю остальную часть города, то и тогда цитадель смогла бы устоять и даже выдержать длительную осаду. На этот случай здесь имелся даже собственный колодец глубиной более 20 метров, что достигал подземного источника воды. Территория цитадели заканчивается на крайней оконечности скального мыса. Здесь на скале заметны вырубки. Это площадки под кладку каменной башни, что когда-то возвышалось на самом краю скального мыса. Тут же открывается и ход вниз. Эта пещера со стенами, проломленными землетрясениями и обрывами, и есть то самое сквозное отверстие дырявого мыса, которое столь хорошо заметно издали снизу. Дальнейший путь по стертым ступеням становится небезопасен. Справа зияет глубокая пропасть, а ограждений тут нет. Лестница приводит в пещеру с колонной посередине и несколькими каморками, высеченными в скале. Эту пещеру называют Барабан-Коба, якобы из-за того, что сильный удар по колонне вызывает под ее сводами глухой гул, словно в барабане. А предназначение ее порою пишут, будто здесь была тюрьма. Тюрьма при дворце правителя на Мангупе действительно имелась, хотя ее местоположение еще не выяснено. Что же до Барабан-Кобы, то это, скорее всего, был монастырь с 5 кельями для монахов. Казалось бы, столь мощная крепость, дополнительно усиленная самою природой, должна быть совершенно безопасной и неприступной. Но и в ее истории однажды настал день, в который она сдалась и пала. И это случилось после битвы такого масштаба, какого Крым еще не видывал за всю свою историю. И в следующем выпуске «Прогулок по Крыму» я расскажу вам о драматических событиях, в которых погибла столица Горного Крыма, а также о новой османской главе в истории Мангупа.